знаменем октября Ленина Сталина в годы советской власти страна добилась выдающихся успехов. Только несколько примеров. После 45 года одержали победу. Слава нашим воинам, слава нашим ветеранам и участникам Великой Отечественной. И сегодня их потомки, их сыновья, правнуки, внуки защищают нашу страну, нас с вами от очередной атаки Запада, который не скрывает. Они говорят, пошли в решительный бой, поставить на колени Россию. Ну что они, не понимают? Понимают. Но максимально ослабить на украинской земле нашу мощь. Но ничего подобного. Происходит совершенно наоборот. Мы сегодня обращаемся с лозунгом, мы сплотимся, мы готовы объединиться. И сегодня живем все для фронта, все для победы. Но нужно заниматься вопросами социально-экономической строительства и справедливости. Не должно быть бедных. Как можно согласиться, что сегодня более 100 тысяч живущих ниже прожиточного минимума, безработица, многие не могут найти работу. Вернуть социальные гарантии, как это было в годы советской власти, и будет. В любом случае, страна, сегодня все понимают и говорят, и власть должна вступить, но нужно сделать другой шаг, выйти из этого тупика, можно только по пути социализма. Слава великому октябрю! Ура, товарищи! Слава великому Ленину! Ура, товарищи! Слава великому Сталину! Слава советскому народу! Слава ветеранам! Ура, товарищи!
Дорогие друзья, дорогие коммунисты, патриоты республики, герои войны, ветераны труда и тыла, разрешите еще раз поздравить вас со 106-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции и митинг, посвященный октябрю, является открытым. За недолгих лет первой в мире социалистическая революция стала узловой точкой истории. Она изменила вектор развития человечества, положила начало созданию более прогрессивного общественного строя. Следуя пути великим, открытому Великим Октябрем, наши соотечественники достигли выдающихся успехов. В истории навсегда запечатлены план Горло и стройки довоенных пятилеток. Грандиозная ленинско-сталинская модернизация Знамя Победы над Рейхстагом. Первая в мире атомная электростанция, первый космический спутник, исторический полет Юрия Гагарина и создание лучших в мире систем здравоохранения и образования. Дружба народов и гуманизма лежат в основе развития. Его результаты способны восхитить всю планету. Великий Октябрь не остался от прошлого. Его идеалы живут в тех, кто строит новое, справедливое общество в Китае и Вьетнаме, на Кубе и Венесуэле. Социалистические идеи солидарности и братства объяснили тем, кто сегодня не щадя себя, борется за свободу трудового народа, фашизмом на Украине. Победоносная история партии Ленина заряжает оптимизмом, давит надежду на то, что все забрать прогрессов одержат. Я убежден, Россия вновь выйдет на созидательный путь социализма 21 века. Будет же настойчиво защитного нового мира. С праздником вас, День Великого Октября! Ура, товарищи! Слово предоставляется второму секретарю Якутского городского комитета партии, народному депутату Госсобрания Комитета Ивановичу Романовичу. Дорогие товарищи, сегодня мы собрались в 106-ю годовщину Великого Октября для того, чтобы еще раз продемонстрировать нашу солидарность, нашу сплоченность, нашу волю в борьбе за наши идеалы. Еще Карл Маркс, Фридрих Энгельс в свое время предвидели большую социальную революцию в нашей стране. Эту революцию подготовила партия большевиков во главе с Владимиром Ильичем Лениным. Революция, которая послужила началом гибели капиталистического мира. Она прорвала эту цепь капитализма и возвестила о новой эпохе коммунистической формации. Поэтому, значит, та революция, которая произошла 25 октября 1917 года, это начало подлинной человеческой истории. Справедливость, настоящая свобода, свободный труд на благо всего народа, а не кучки олигархов, капиталистов. Я хочу сказать, что сегодня
Ситуация, конечно, в мире очень серьезная. Да, временно мы потерпели поражение в нашей стране, но это временное поражение все равно нас учит тому, чтобы в будущем, когда мы вернем советскую власть, не было вот таких людей, типа Горбачева, Ельцина и прочие, которые предали нашу идею, предали наше дело и развалили страну. Я еще должен, значит, поздравить вас сегодня со 105-й годовщиной со дня образования Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи. Ведь все мы были комсомольцами, пионерами. И дело коммунизма — это дело молодых. Поэтому да здравствует Ленинский комсомол, да здравствует 105-я годовщина с момента его образования. Ура, товарищи! И хочу еще сказать, что Октябрьская революция — это была не только классовая борьба, не только это борьба между капиталистами и рабочими. Ленин начал эту революцию и как национально-освободительную. Весь мир тогда представлял собой колониальную систему и кучку, как говорится, богатых стран, которые эксплуатировали весь мир. Теперь эта колониальная система рухнула, но не до конца. И сейчас, вы знаете, даже несмотря на то, что у власти сейчас у нас капиталисты, тем не менее народ по-прежнему тянется к России, тянется к Китаю за лучшей долей, за, как говорится, за справедливость, за национальное освобождение. Поэтому вот такие конфликты, как на Ближнем Востоке, как на Украине и так далее, это вообще-то, вы знаете, это продолжение борьбы за национальное освобождение того же палестинского народа, украинского народа. Украинский народ временно попал под влияние этих предателей, бандеровцев. Он тоже найдет силы и с нашей помощью, я думаю, вернется к нормальной жизни. Еще раз поздравляю всех со 106-й годовщиной Великого Октября. Желаю всем здоровья, успехов и будем бороться за победу. Ура, товарищи! Мы обращаемся и требуем депутатов Государственного собрания ЛТУ. В первом чтении принят бюджет республики на 24, 25, 26 год. Он сокращен более 10 миллиардов рублей и больше. Нам сегодня говорят, что да, федеральный центр поможет и так далее, но сокращены наши доходы внутри республики. Поэтому мы голосовали против принятия бюджета в первом чтении. В Государственной Думе наша фракция обосновала, и также мы здесь обосновали бюджет. И не проголосовали за его поддержку. Мы требуем сегодня депутатов Государственного собрания ЛТУ не только слушать команду, но смотреть на нужды и проблемы нашего народа, нашей республики и нашей страны. Бюджет должен быть не по названию социальным, а по содержанию. Вернуть очень многие вопросы, которые касаются тарифов, возросли на жилищно-коммунальные услуги. Тарифы возрастают на транспорт. Цены растут в магазинах не только в Арктике, а везде. Поэтому бюджет должен быть общенародный и требует наши избиратели, они отдавали голоса за народных депутатов, так надо выполнять их волю. А воля такая, как мы можем согласиться, что за несколько лет мы только сократим на 50% количество живущих ниже прожиточного минимума, бедных. Сейчас 160 тысяч бедных, из них 40 тысяч дети, а сократим на 70 тысяч. Не должно быть бедных в нашей стране. Не должно быть. Слово предоставляется депутату Якутской городской думы Аяну Васильеву. Пожалуйста, Аян. Уважаемые товарищи, в прошлом году вся республика широко отметила столетие Якутской АССР. Но наши власти стыдливо умалчивают, что якутская автономия – это было детище Великого Октября. Они умалчивают, что отцы-основатели республики – Амосов, Аюнский, Барахов, Аржаков и другие – были верными ленинцами-большевиками. Только благодаря
ленинской национальной политики, во многом благодаря действиям руководителя наркомнатца Иосифа Сталина и именно активными действиями наших якутских большевиков в 1922 году именно была основана наша якутская автономия. И мы это должны помнить и этим гордиться. И я присоединяю свой голос к тем в России, кто говорит, что пора вернуть Великому Октября, дать 7 ноября статус государственного праздника. Вернем красный день календаря 7 ноября. Сейчас, товарищи, в мире неспокойная обстановка. Коммунисты всегда отличались международной пролетарской солидарностью. Мы должны также заявить о том, чтобы прекратили бомбежки мирного населения в секторе Газа. Мы понимаем, что мы должны бороться с международным терроризмом, но народ Палестины не должен коллективно страдать за действия этих террористов. И нужно сказать, чтобы остановили эти военные действия и чтобы соблюли резолюцию Совета Безопасности 1967 года, в которой говорится, что должно существовать два независимых государства, израильское и палестинское. Мы, коммунисты, это поддерживаем. И также я хочу сказать, чтобы наши вооруженные силы добились, наконец, военного успеха на Украине, на Донбассе, и чтобы уничтожили на корню эту укронацистскую фашистскую гидру. Ура, товарищи! С праздником Великого Октября! Слава Великому Октября! Ура! Объявляли Снегневу Светлану, депутата Хамкаласского районного совета, первого секретаря районного комитета местного отделения Хамкаласа. Светлана, вам слово. Здравствуйте, дорогие товарищи! Я прибежала с работы, сегодня рабочий день. Никто меня из-за того, что красный день с работы не отпускает, и вот обеденный перерыв на полчасика прибежала. Дорогие товарищи, горожане и трудящийся народ Республики Саха, поздравляю вас с этим замечательным праздником. Наш девиз, который вот до сих пор был: власть советам, земля крестьянам, фабрики рабочим, мир народам, до сих пор остается актуальными до сегодняшнего дня. Праздник октября дал нам, всем женщинам, такие возможности, которых в мире еще никогда не было. И ориентир Советского Союза до сих пор остается компасом всего мирового трудящихся. Женщины получили, благодаря Октябрьской революции, получили декретный отпуск, получили детские сады, получили бесплатное образование детям, получили свое здоровье, бесплатную медицину. Так что, дорогие товарищи и женщины, трудящихся нашей республики, это праздник наш, всего женского, всех женщин, можно сказать. Дорогие наши трудящиеся, это не надо забывать, что этот праздник классовый. Мы не едины с барыгами, мы не едины с ростовщиками, мы не едины с капиталистами, которые не заботятся о нашей природе, о нашей здоровье, об нашей экологии. Да здравствует Октябрьская революция! Ура, товарищи! Ура! Резолюция митинга встречи посвящена 106-й годовщине Великой Октябрьской революции. Это у нас митинг и встреча с депутатами, народными депутатами Госсобрания Алтумы. Поэтому здесь все законно и все контролируемо. 106-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции отмечается в условиях ужесточения международной обстановки. Множество кровавых межнациональных конфликтов. Вслед за Украиной полыхнул Ближний Восток. Американский империализм не готов отказаться от своего стремления к мировому господству. Он продолжает действовать в интересах огромных прибылей военно-промышленного комплекса и кучки олигархов. Чем дальше отходит от нас знаменательный день 7 ноября 2017 года, тем яснее раскрывается подлинный
исторический смысл социалистической революции, ее могучее, неизгладимое влияние на судьбы человечества. Трудом рабочего класса и крестьянства, народной интеллигенции всех наций ковалась крепкая, могучая держава социалистическая. Мы выстояли в борьбе с германским фашизмом, милитаризмом, подняли страну в суровые послевоенные годы, доказали, что космос близко. Все это стало возможным только благодаря победе Великого Октября. Уроки Великой Октябрьской социалистической революции вновь актуальны для России. Мир находится на пороге большой и страшной войны. США пытаются навязать международному сообществу свои претензии на некую исключительность и особое предназначение в истории. Мы убеждены, от катастрофы нас спасет только Великий Октябрь. Мы, участники митинга, встречи с депутатами фракции КПРФ, требуем вернуть 7 ноября статус официального государственного праздника. Приступить к национализации минерально-сырьевой базы, стратегических отраслей экономики, табачной и спиртоводочной промышленности. Третье. Обеспечить восстановление промышленности, сельского хозяйства, социальной сферы. Четвертое. Остановить рост цен на продукты питания и ЖКХ. Пятое. Обеспечить дополнительную финансовую поддержку малообеспеченным гражданам и труженикам села. Шестое. Бороться с ростом националистических настроений, проявление всех форм ксенофобии и религиозной нетерпимости. Принять действенные меры по возрождению и укреплению дружбы народов России. Вместе мы победим. Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция, вся власть народу. Голосуем за резолюцию. Принимаем? Да! Принимаем. Ура, товарищи! Ура! 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 Мы митинг закрываем. Для фронта, все для победы. Нашим бойцам, которые с оружием в руках, наши якутяне, многонациональные сыновья нашей России защищают мир от коричневой чумы, которая сегодня опять распряла. Победа будет за нами. Все для фронта, все для победы. Великий Октябрь живет и побеждает. Ура! 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 Революции в груди, и с ним в душе так часто воспевали, и сколько чепухи не городи, не потому, что был на пьедестале. Была вражда, какой там пьедестал, и чтоб тогда о нем не говорилось, не просто вожаком восставших стал, а символом борьбы за справедливость. В него поверил пролетариат, и те, что для народа лихотеи, до ныне с дикой яростью чернят его непобедимые идеи. Возликовали здесь и там изъян, вот он какой, все высветили годы. А кто сплотил рабочих и крестьян в борьбе во имя братства и свободы? Фальшивых наскребли враги улик. Он был коварен, он умел лукавить, а мир при том при всем признал велик, велик и не прибавить, не убавить. Вся эта мелкотравчатая рать, потомки и наследники Гобсека,